Взрывы, перестрелки, танки. В небе над Турецкой республикой военные штурмовики. На улицах начались беспорядки. В Абхазии за сотни километров от Турции все мысли о нашей диаспоре. Мятеж подавили. Прошел еще день, и в Абхазию пришли первые трагические новости. Жертвы есть. 6 человек. Об этом нашему каналу в телефонном разговоре сообщил полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицпа. Среди представителей абхазо-адыгской диаспоры есть 6 погибших. Среди них советник администрации президента, специалист по рекламе правящей партии «Справедливости и развития» Эрол Олчак и его 16-летний сын Абдуллах Олчак. Их историческая фамилия была Плецерук. Также, по информации, которая поступает в полномочное представительство от Федерации абхазских культурных центров и Федерации кавказских культурных центров, со скорбью сообщаем, что среди погибших есть еще Уфук Байсам Харат, его историческая фамилия. Он являлся главой спецподразделения полиции Анкарской провинции Гёльбаши. Также Джунейд Бурса с исторической фамилией Бырс, сотрудник спецподразделения полиции, к сожалению, погиб. Братья Гёкхан и Окан Эсен Быда также погибли. Без вести пропавших среди нашей диаспоры нет. По крайней мере, такими данными представительство не располагает. Что касается самой ситуации, то, по словам Инара Гицпа, она уже, можно сказать, вернулась в прежнее русло. Сейчас по всей Турции проходят спецоперации по задержанию лиц, подозревающихся в причастности к организации попытки военного переворота. По данным из турецких СМИ, на данный момент задержано свыше 6 тысяч лиц, из них 16 генералов и большое количество высших военных должностных лиц. В целом ситуация сегодня уже стабильная. Государственные и коммерческие учреждения Турции работают в штатном режиме. На улицах повышены меры безопасности. Вблизи госучреждений проводится дополнительный контроль людей и транспорта. Нисфа Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.